Не только в Кыргызстане, вообще во всем мире особое внимание уделяется цифровизации, в том числе Кыргызстане. Кыргызстан второй год подряд объявляет годом цифровизации. Система образования Кыргызской Республики тоже ведется в данном направлении работы. Например, совместно с Министерством образования, Кыргызской академии образования, а также Центр поддержки семьи разработана концепция по цифровизации системы образования, а также дорожная карта. В данное время разрабатывается электронный учебник, интерактивный электронный учебник. С силой Центра поддержки СМИ в регионах ведется работа по обучению учителей. Для нас очень важная работа, особенно повышение медиаграмотности наших учителей, а также наших учащихся. В данное время ведется работа по обучению учителей-информатиков. Они на местах сами обучают своих коллег, то есть учителей по другим предметам. Но мне кажется, это работа очень важная, но это недостаточная. Мы должны усилить эту работу. То есть, если каждый учитель владеет медиаграмотностью и каждый ребенок владеет медиаграмотностью, это является одним из важных шагов, рычагов повышения качества образования. В данное время вообще система образования без медиаграмотности представить трудно, но, к сожалению, в регионах есть преподаватели, учителя, которые очень слабо владеют или почти что не владеют. Это факт. Но в будущем мы будем усиливать работу. В последнее время разрабатываются разные электронные материалы, учебные материалы. Чтобы работать с этим материалом, они должны владеть минимум медиаграмотностью. А также вот будет разрабатываться учебные книги. Это тоже требует навыки по медиаграмотности. В данное время дети в какой-то мере владеют. Кто-то более высоком уровне, кто-то может быть слабо, но все равно дети владеют. Чем учителя, они лучше владеют медиаграмотностью. Здесь надо вести повсеместно, то есть надо подтягивать, кто слабо владеет. Это одно направление. А второе направление, мы должны позаботиться о медиабезопасности. То есть это тоже очень важное направление в данное время. Дети не должны тратить ценное время впустую. То есть, и в то же время наши учителя тоже должны знать, что такое медиабезопасность. Это во главе Министерства образования и науки должна заниматься Кыргызская академия образования, есть Республиканский институт усовершенствования учителей и переподготовки педагогических кадров, а также областные, районные институты совместно неправительственным организациям, активистами и инициаторами. Мне кажется, здесь не должно быть, кто-то должен заниматься, остальные остаться. Здесь мы должны как-то объединить все усилия, работать в партнерстве. У нас в Кыргызстане в предмете информатики обучается с 5 класса, это согласно по новому базисному учебному плану. Но это тоже недостаточно, постепенно будет это, можем начинать с 1 класса. Но факт, что в данное время дети учатся с 5 класса. И в этом году мы провели 2 круглого стола, то есть в январе и мае. В результате этих мероприятий разработана общая концепция системы образования, дорожная карта. В дорожной карте указаны конкретные шаги с указанием сроков выполнения, ответственных лиц. И система образования разработана несколько учебных материалов. Именно это Айбилим для начальной школы. Они размещены на сайте министерства. То есть любой желающий имеет открытый доступ к этим материалам. И для 5-9 классов разработаны тоже интерактивные электронные материалы. Это Билимблагы. И система образования планируется и в дальнейшем увеличит объем таких материалов. Кроме этого, разные неправительственные организации своей силой тоже разрабатывают разные книги. Например, Талим форум разработал свои уроки, Агахан по формированию навыков чтения электронные материалы, приложения, а также журнал «Баластан» тоже разработал такие электронные материалы. В будущем мы планируем ввести элементы
медиаграмотности, а также медиабезопасности в разные предметы, в том числе человек общества. Но проблема в том, что и в предмете информатики человек общества ведется с 5 класса. Здесь выпадает начальная школа, поэтому это надо вести еще, где мекентану, родиноведение. То есть элементы надо вести там, потому что медиаграмотность и медиабезопасность мы будем обучать, не будем обучать, но уже дети владеют, уже пользуются этим. Поэтому мы должны вести эти элементы, начиная с 1 класса.